Зараз коментарі. Це ви не народите, будуть власти, другий народ власти. Вот так не нападає. А ви не будете Anne bazı mother taşı zaten. Конечно. А нет, вон он не заказывает. Церковь Святого Николая. Немножко перестроили здание. Вот. И опять-таки установили здесь иконостас с печью, пристроили контрафорсы, затем убрали портал, дверь устроили с западной стороны. Ну, в таком виде она до нас дошла. А уже в 60-70-е годы, когда здесь проводилась реставрация памятников, здание было вернут первоначальный облик, то есть установлен портал, дверь, да, с южной стороны, потом окно вот, с западной стороны, ну и здесь убран иконостас с печью. От него осталась только кирпичная кладка. И в начале 90-х годов здесь было произведено раскопки археологические под руководством Баранова Вячеслава Сергеевича, которые выявили здесь 7 погребений, вот, в том числе 2 в каменных ящиках. Можно видеть, да? Вот, 2 погребения в каменные ящики, они отреставрированы. Ну и также литургические горны, хозяйственные ямы. Можете видеть Олег уже в храме Золотоордынского времени, вторая половина 13 века. Ну вообще, здесь сохранились все культурные напластования, начиная с домонгольского времени и заканчивая уже современным культурным слоем. Здесь, что очень важно, сохранились напластования и эпохи Казанского ханства, когда города уже не было. Ну а кому мог принадлежать этот мавзолей? Здесь в 80-е годы 19 века была обнаружена вот такая могильная плита, которая гласила, что она установлена над могилой дочери Буражбека Сабар Эльчин. Поэтому и мавзолей это получил название мавзолей Буражбека. Единственный такой персонифицированный мавзолей. Вот. То есть он представлял собой как раз захоронение представителей местной знатной фамилии. Ну, еще у нас имеется тоже с северной стороны северный мавзолей, да? Вот, а также ханский дворец, который мы тоже посетим. Сколько раз я тебе говорила, а? Был в Ханском дворце? Да. Там куда?